История декаданса, контркультуры, провокации и поиска смысла. Вдумчивая, глубокая и ошеломляюще искренняя. Постановка русского драматического театра по книге Марка Агеева «Роман с кокаином» не может не будоражить. Доведенная до пронзительной откровенности, исповедь молодого Вадима Масленникова, живущего в Москве до и после революции, рассказывает о метаниях и порывах, поисках острых ощущений, искушениях и соблазнах. Это история молодого человека, который, в принципе, такой же, как и большинство молодых людей в его возрасте, со всеми увлечениями, страстями. Ну, конечно, показаны именно такие, знаете, отрицательные стороны, связанные с взаимоотношениями, например, с матерью, с девушками, женщинами, с которыми он сталкивается в жизни и встречается. И он, вот присытившись всем, уже понимая, что смысл жизни где-то затерялся, и самое главное, не будучи занят созидательным трудом, это, кстати, об этом в книге его размышления, что только через труд, через то, что ты создаешь, можно достичь счастья. И такое же счастье можно получить вот через наркотики, через кокаин и все остальное. Только в первом случае это то, что ведет человека к совершенствованию, а во втором случае к гибели. Роман с кокаином во многом гениальный апокриф, с авторством которого связана даже некая детективная история. Долгие годы имя автора романа никому не было известно. Выдвигалось множество теорий. Авторство приписывалось и Владимиру Набокову, и Ивану Бунину, а особо изощренные критики даже выискивали нотки исключительного булгаковского очарования в нашумевшей повести. Ираклий Хиндба в преддверии премьеры спектакля отметил не только особенный материал, но и особенная история авторства книги исключительно привлекает. Впрочем, постановку можно с легкой руки окрестить особенной благодаря именам, большим талантам, приложившим руку к работе над, без сомнения, одной из интереснейших премьер русского драматического театра. Мы очень хотели поработать с режиссером Романом Кочержевским. Сегодня это один из лидеров российской режиссуры, человек, который не только успешно работает в одном из лучших театров России, в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, но и приглашается в другие театры. В частности, у него запланирована работа в МХТ имени Чехова в Москве. И Константин Хабенский на открытии сезона сказал, что Роман Кочержевский – это режиссер с большой буквы. И это режиссер, о котором вся Россия через 2-3 года будет говорить как о одном из главных режиссеров страны, скажем так. Вот. И сегодня просто заполучить его было большой проблемой. Он чрезвычайно востребован. Роман Кочержевский, хорошо известный российскому зрителю, впервые работает на абхазской сцене. Настоящий человек театра, абсолютно подвластный его магии и ей уже очарованный. Кочержевский воссоздавал на театральной сцене роман Ивана Гончарова «Обыкновенная история», получал специальный приз экспертного совета Высшей театральной премии Санкт-Петербурга, «Золотой софит» за постановку спектакля «Мертвые души», многократно становился номинантом премии «Золотая маска». На его счету несколько успешных работ в театре имени Ленсовета и других значимых театрах. Это классическое произведение, и оно не такое популярное, да, текст не настолько популярен, не настолько известен, но он настолько объемен, и там заложены такие темы, которые будут понятны многим зрителям и широкому спектру, и родителям, и ребятам помладше, да, и вот тем, кто только-только, возможно, закончил школу и сталкивается со сложностями жизни, со всякими препятствиями, соблазнами, любовями, да, если это можно так сказать. Сложные вот эти узлы становления человека, когда он только-только начинает входить в взрослую жизнь и отвечает сам за себя, сам за свои поступки. Ираклий Хиндба, делясь ожиданиями от премьеры, поделился, что роман с кокаином обязательно заденет зрителя за живое, потревожит спокойствие его духа и наведет на размышления. Ведь в этом и кроется, пожалуй, одна из главных целей, даже сверхзадач, как писал Станиславский, театра и искусства в целом. Спектакль, мне кажется, заденет зрителя. Кто-то может резко как-то не принять это, а многие, уверен, выйдут из зала в абсолютном восхищении. Самое главное, что это современный театр мирового уровня. Вот это могу сказать точно.
Главную роль в спектакле исполняет Эмиль Петров. Сцену с ним делят Ирина Делба, Мадлена Барциц, Милана Ломи, Осман Абухба, Руслан Жиба и многие другие. Над сценографией, костюмами и музыкальным оформлением также работал режиссер Роман Кочержевский. Актриса Милана Ломи рассказала, что вся труппа давно мечтала поработать с режиссером, и работа над постановкой спектакля пролетела незаметно и быстро. С этим режиссером мы очень давно мечтали поработать. Я смотрела, мы приезжали в Питер, я смотрела его работы, и очень как-то попадала наши внутренние миры, наверное, они совпадали, поэтому очень долго мечтала с ним поработать. И, наконец, это случилось, и работа, на самом деле, прошла для нас незаметно. В плане, у нас было очень мало времени, но это происходило так бурно, и просто буквально за 2 недели мы разобрали материал, какие-то сцены, роли и так далее. И даже сейчас вот мы понимаем, что у нас премьера через пару дней, и даже не верится, что так быстро все прошло. Роман с кокаином – завораживающая, прекрасная и одновременно ужасающая история о разрушении души, вечном поиске смысла жизни, о человеческой жестокости в эпохе исторических контрастов и, наконец, о человеке, который, ошибаясь, оступаясь, познает жизнь. Увидеть воплощение этой истории на сцене Русдрама определенно стоит каждому. Ведь искренние истории, воплощенные большими талантами, каждым, кто причастен к постановке, влюбленными в искусство, не может оставить равнодушным. Рада Чачава, Заур Кварча, Абхазское телевидение. Сейчас, секунду, ребята, остановитесь. Вернись.